Вы смотрите программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марферина Алексеева. Добрый вечер. 20 тысяч человек принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме. Расскажем подробности со второго дня форума и какие договоренности достигнуты. Каждый второй ребенок в Якутии рождается в перинатальном центре. Расскажем, как устроена работа центра. Школьники республики соревнуются в высокотехнологичных направлениях от беспилотников до биотехнологий. В Ленске начаты работы по благоустройству городского парка. На реализацию выделено 100 миллионов рублей. С наступлением лета школьников приняли лагеря дневного пребывания в школах. Как организован досуг? В северной столице проходит второй день Петербургского экономического форума ПМФ, ведущая деловая и бизнес-площадка. На форуме Якутия планирует подписать около 30 соглашений. Также проходят рабочие встречи с руководителями крупнейших российских компаний. Какие договоренности уже достигнуты, расскажет Айсена Борнашова. На форуме прошла встреча главы Якутии Айсена Николаева с основательницей Wildberries Татьяной Ким. Стороны подтвердили дорожную карту по строительству логистического центра Wildberries близ Якутска. Его площадь составит 52 тысячи квадратных метров. Открытие синхронизирует с вводом Ленского моста. К проекту привлекут местных производителей. Так, например, Жатайская судоверфь может поставлять металлоконструкции для строительства центра. После запуска к работе центра будут привлечены местные кадры. Сейчас уже ведутся, по-моему, изыскательные работы, потому что строить Якутию – это вызов для нашей компании, поскольку у вас вечная мерзлота, и это, конечно, требует разработки и подготовки специальной. Да, там будут рабочие места, поскольку там будет порядка 50 тысяч квадратных метров, я думаю, что речь пойдет где-то про 2000, наверное, рабочих мест. Одно из важных соглашений подписано между Якутией и «Газпром Энерго Холдинг». Документ о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития. ТЭС «Чульман» и «Республики». ТЭС «Чульман» – это специальная компания, которая реализует проект строительства Южно-Якутской ТЭС. Строительство новой станции началось в 2024 году возле поселка Чульман Нерюнгринского района. Станция снабдит электроэнергией ЖД инфраструктуры БАМа и Транссиба, а также решит комплексные задачи развития региона. Еще одно соглашение подписано с компанией «Мегафон» на развитие телеком-инфраструктуры в регионе для повышения безопасности и качества жизни. Конкретно речь идет об улучшении связи вдоль автозимников, в том числе Яны, пилота голосового робота с поддержкой якутского языка для госорганизаций, например, применимо для ЗАГСа, и расширение системы раннего обнаружения лесных пожаров, а именно установки камер на сотовых вышках. Для выявления возгораний и передачи данных в реальном времени будет использован искусственный интеллект. Это все новости к этому часу, коллеги. Фонд содействия инновациям поддержит разработки из Якутии на ПМФ. Глава региона Айсен Николаев и гендиректор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин подписали соглашение о взаимодействии пролонгации документов до 30 года. Региональным представителем фонда закреплен директор технопарка Якутия. Благодаря соглашению авторы научных и инновационных разработок из республики смогут получать безвозвратные субсидии на развитие проектов. Так, например, с 2022 года по 2025 годы грантовую поддержку по программам «Умник», «Старт» и «Студенческий стартап» получили 40 проектов из Якутии. Айсен Николаев отметил, что грантовая поддержка поможет увеличить число успешных предприятий и объектов интеллектуальной собственности в республике. Якутия и музей «Кунсткамера» объединятся для сохранения наследия народов Севера. На экономическом форуме также подписали соответствующие соглашения. Партнерство нацелено на сохранение, изучение и популяризацию историко-культурного наследия народов Якутии. Ключевые направления соглашения – это исследовательские и экспедиционные проекты, изучение истории, культуры, языков коренных малочисленных народов Севера, участие в создании многотомника «История российской Арктики», первого академического издания России по этой теме.
Другим темам. С 4 июня разрешен проезд для всех видов транспортных средств по автомобильной дороге Аймякон. Движение было временно прекращено 27 мая на участке с 0 по 177 километр из-за сильного паводка и разрушения проезжей части на 34 и 51 километрах. В прошлом году более 800 молодоженов получили дополнительную поддержку в размере 50 тысяч рублей, на что было направлено более 40 миллионов рублей. Годом ранее, в 2024 году, такая поддержка была предоставлена 940 якутянам на сумму 47 миллионов рублей. Единовременная денежная выплата молодой супружеской паре назначается одному из супругов при наличии гражданства России и проживания на территории Республики Саха. Поддержка предоставляется при вступлении в брак впервые, при этом возраст обоих супругов не должен превышать 25 лет. Заявление необходимо подать не позднее 6 месяцев с даты регистрации заключения брака. Каждый второй ребенок в Якутии делает первый вдох в стенах перинатального центра. Для благополучия мам и их малышей в клинике работают 18 отделений и более 500 специалистов. Как устроена работа центра, узнавала наша съемочная группа. От планирования беременности до родов врачи перинатального центра сопровождают якутянок на всем пути к новой роли мамы. Перинатальный центр наш оказывает всю квалифицированную медицинскую помощь для рождения ребенка. В год у нас рождается порядка 5000 детей. И это около 50% всех детей, рожденных в республике. Уже на момент открытия в 2018 году клиника была хорошо оснащена. Материально-техническую базу продолжают обновлять. Совершенству нет предела. Святая святых, родильная палата оборудована по последнему слову техники. Для удобства рожениц здесь установлена кровать-трансформер с возможностью экстренного вызова сотрудника. Для отслеживания состояния здоровья и ребенка, и матери тут есть мониторы, кстати, отечественного производства. Но для того, чтобы экстренно оказать помощь новорожденному, Центр по национальному президентскому проекту приобрел открытые реанимационные системы с функцией обогрева, чтобы ребенок не мерз, и респираторной терапией. Но самое главное, что сами роженицы довольны и условиями, и работой персонала. Роды прошли очень хорошо заботились, очень хорошо ухаживали, а все было нормально. Медики оберегают юных пациентов и после выписки. Самым уязвимым малышам помогают в отделении Катамнеза, первом на Дальнем Востоке. Его специалисты принимают детей вплоть до 3 лет. В следующем году в клинике ждут очередную партию оборудования. По нацпроекту «Семья» центр получит техники на 200 миллионов рублей. Ржина Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Эпоха цифровизации, важность роли взрослого и социального взаимодействия. Эти и другие вопросы воспитания детей обсудили на семинаре «Кросс-культурные особенности современного детства». Среди главных фактов лектор Александр Вернас подчеркнул, что для развития ребенка важно живое общение с родителями, а гаджеты должны использоваться вместе со взрослыми. Немаловажным стали и вопросы сохранения для детей привычных игр и других занятий. Также группа психологов из Москвы и Якутска сейчас помогает вдовам участников спецоперации, у которых есть маленькие дети. С 1 по 5 июня для них проводят психологические занятия. Вообще очень рады, что к всероссийскому исследованию развития детей «Растем вместе» Республика Саха-Якутия присоединилась одной из первых. Да, и это стало как раз возможностью того, что уже сейчас разработаны и внедрены в практику использования в дошкольных образовательных учреждениях современные методики, которые направлены как на диагностику развития психических функций детей, речи, мышления, внимания, памяти, воображения, так и на развитие этих психических функций с помощью самых разных методик, да, и методических приемов. Это, наверное, это один из самых главных результатов. Современное сельское хозяйство уже невозможно представить без цифровых технологий. В Якутске на базе АГАТУ проходит региональный этап международного конкурса «Агран-3-2026». Более 130 школьников из разных районов республики демонстрируют свои навыки в области беспилотных систем, биотехнологий и цифровых решений для агропромышленного комплекса.
Одним из самых зрелищных направлений конкурса остаются агрокоптеры. Среди участников ученик 6 класса Намской школы Роберт Овчинников. Ему, как и другим конкурсантам, предстоит продемонстрировать навыки управления беспилотником «Геоскан Пионер» весом около 400 граммов и выполнить ряд специальных заданий. Я впервые участвую в этом республиканском турнире. Я хочу выиграть. Для того, чтобы управлять дроном, нужен джойстик. Там есть тангаж, рыскание и всякие разные управления. В симуляторе ребята должны пролететь все препятствия за время, должны сделать 3 круга, максимально допустимое время 5 минут. А внутри безопасной полетной площадки ребята должны сделать облет препятствия, также должны собрать 10 грузов и отсортировать их. Не менее востребованным направлением конкурса является агробио. Здесь школьники изучают биологические методы защиты растений от вредителей и болезней. Среди участников ученица Танаринской школы Кобяйского района Саяна Гуляева. У нас школа агро, поэтому агробионаправление мне ближе. Готовили нас учителя. Во время уроков у нас были практические работы. Там мы могли выявлять, что за тип растения, какие там паразиты были. Наше направление отличается тем, что непосредственно мы работаем с землей и с растениями, и с их вредителями и болезнями. Традиционные способы ведения овощеводства и сельского хозяйства в целом. По словам организаторов, именно такие направления сегодня становятся одними из самых перспективных для развития агропромышленного комплекса. Все больше предприятий внедряют цифровые технологии, автоматизацию производственных процессов и экологичные методы ведения хозяйства. Проводится специально для сельских поселений и малых городов, для того, чтобы привлечь нашу молодежь в новые цифровые технологии и агротехнологии, которые будут у нас внедряться и внедряются как в России, в мире, так и у нас в республике. И мы должны вырастить новое поколение, которое разбирается в этих технологиях. По итогам регионального этапа лучшие участники представят Якутию на всероссийском уровне, а в дальнейшем смогут побороться за выход в финал международного конкурса «Агрон-3-2026». Для многих школьников участие в соревнованиях может стать первым шагом к выбору будущей профессии. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов продолжают оказывать комплексную помощь участникам спецоперации и их семей. Так, за последнее время комплекс восстановления прошли 628 военнослужащих СВО и более 600 родственников бойцов. Помощь оказывают всестороннюю по социальным, психологическим и медицинским вопросам. Для ветеранов боевых действий проводят занятия по лечебной физкультуре и дыхательной гимнастике, процедуры физиотерапии и массаж. Продолжается мероприятие по информированию и консультированию участников спецвоенной операции и членов их семей. Всего проведено более 126 встреч с различными ведомствами и организациями. Продолжается проведение обрядов Алгыс, Дома Арчи, которые способствуют укреплению духа, обретению душевного спокойствия наших бойцов и их родных. Проявлять стрессоустойчивость и гуманизм. 8 июня в России отмечают День социального работника. Праздник, объединяющий более 500 тысяч человек, был учрежден в 2000 году. Подробнее в следующем материале. Сегодня только в одном Якутске работает свыше 200 социальных работников. Их подопечными являются более 1000 пенсионеров, маломобильных граждан и людей с особенностями здоровья. По всей республике насчитывается свыше 60 социальных учреждений, где оказывают помощь как в условиях учреждения, так и на дому. Так, Республиканский комплексный центр социального обслуживания оказывает помощь населению по 6 направлениям, среди которых тренировочная квартира для людей с ментальными расстройствами, отделение социальной реабилитации и специальный дом для лиц пожилого возраста. Все 4 типа учреждений, которые прописаны в федеральном законе, они находятся в одном нашем учреждении. Мы в год делаем около 1 миллиона услуг разных, и за каждой услугой, конечно, стоит получатель социальных услуг. И с прошлого года мы внедряем систему менеджмента качества.
Накануне профессионального праздника социальные работники удостоились наград разного уровня. Были вручены как почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства труда и от регионального ведомства, так и знаки отличника социальной службы Якутии. Их удостоились 4 работника республиканских учреждений. Награждаемые отмечают, что работа с людьми – это призвание. Не каждый сможет работать в этой сфере, потому что здесь нужна широкая душа, доброта очень, терпение и желание помочь человеку. И все это должно в одном человеке сочетаться вместе с тем, чтобы нести эту миссию в общество. Социальный работник – это не просто помощник в бытовых делах. Он оказывает своим подопечным психологическую и доврачебную медицинскую поддержку. Для этого работник должен обладать стрессоустойчивостью и, самое главное, человечностью. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. Спустя 7 лет в Якутске стартовало одно из самых масштабных спортивных событий года – 5-я спартакиада трудящихся республики. В последний раз ее проводили аж в 2019 году, но за долгий перерыв профсоюзные команды не только не забыли о достижениях, но и представили свыше 1200 спортсменов. Встретилась с ними наш корреспондент Саргана Неустроева. Она с нами сейчас на прямой связи. Давайте узнаем у нее подробности. Сарга, я тебя приветствую и передаю тебе слово. Привет, Марферин. Слава трудящимся, как говорится. И здесь действительно много видно, что соскучились спортсмены по спартакиаде. И так уж повелось, что каждое состязание принято, не знаю, специально или нет, но посвящать какому-либо значимому событию. В этом году их 2. Это 105-летие профсоюзного движения Якутии и 130-летие выдающегося деятеля республики Ильи Егоровича Винокурова. Но вернемся к участникам, людям, объединенным одной целью, но по сути абсолютно разных. О них нам рассказали ранее подробнее. Предлагаю послушать. Большие компании, предприятия, коллективы из разных отраслей выставляют свою команду. И на финале 1200 спортсменов, в коллективах это очень большое количество участников. Проходили отборочные соревнования и прошли финал, конечно же, лучшие из лучших. При этом важно подчеркнуть, что это простые работники разных отраслей. Промышленности, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и так далее, и так далее. То есть это не профессионалы спорта, а работники трудовых коллективов, которые решили защитить интересы своих предприятий, своих коллективов, проявить стойкость духа, готовность к защите интересов своей компании и вот пришли участвовать в спартакиаде. Вот они все, слева направо, врачи, ученые, инженеры, речники и многие-многие другие абсолютно разные люди. Сегодня у нас прямо сейчас проходит открытие, так сказать, битва взглядов, ну а состязания уже стартуют с завтрашнего дня. И Якутск вновь становится спортивной столицей России. Всего 10 дисциплин, точнее более 10 дисциплин, там и настольный теннис, и шахматы, и футбол, и многое-многое другое. Ну, спартакиада, как она есть. Кстати, мне тут на ушко шепнули, что нигде в России таких масштабных состязаний для трудовых коллективов не проводят. Ну, не спартакиада единый, о планах профсоюзных организаций нам также рассказали ранее. Предлагаю послушать. Последняя 4-я спартакиада у нас проходила в 2019. В 2021 году вышло распоряжение главы об упорядочении крупных спортивных мероприятий. И наш спартакиада оказалась в 2026 году. Но, конечно, период долгий, но надеюсь, что уже последующие будут проходить каждые 4 года. Ну а так мы уже с 2023 года проводим ежегодные соревнования на Кубок труда. Здесь уже не по профсоюзным направлениям, а трудовые коллективы. У нас 1 раз в 2 года проходят всероссийские соревнования. Спартакиада трудящихся, и мы должны подготовить отбор. В следующем году она будет. И вот Кубок труда – это по положениям тоже всероссийской спартакиады трудящихся, поэтому будем всегда участвовать. Ну, остается только пожелать удачи участникам. Кстати, хочу отметить, в спартакиаде участвуют и наши коллеги, так что для меня лично выбор, за кого болеть, очевиден. Не знаю, как для вас, решайте сами. Пусть победит сильнейший. Марферин.
Сергей, я тебя благодарю. Напомню, на прямой связи с нами была моя коллега Саргалана Неустроева. Кстати, прямо сейчас вы можете присоединиться к просмотру трансляции открытия спартакиады на телеканале НВК Саха. Ну а мы продолжим. В Ленинске подрядчик приступил к благоустройству городского парка. В прошлом году городская администрация выиграла конкурс формирования комфортной городской среды. На реализацию масштабного проекта было выделено 100 миллионов рублей. Сегодня завершены подготовительные работы. Расчищена территория парка со стороны улицы Чапаева, снят старый слой бетона. Произведена отсыпка песком, уже появились очертания пешеходных и велодорожек. На месте работает тяжелая техника. Бригада строителей приступила к возведению новой сцены. Проект рассчитан на 2 года. Основные строительные работы должны быть выполнены до проведения национального праздника Исэх. Благоустройство будет выполняться от зоны фонтана. Сразу скажу, что фонтан не будет входить туда. Войдет туда сама аллея и большая территория, которая выходит на улицу Чапаева. Сегодня уже приступили. Все пока идет по плану. Выполнена разметка на территории осей, где мы уже сегодня видим будущие тротуарные дорожки, видим арт-объекты, которые там будут установлены. Ну, то есть они там размещены на местности. С наступлением лета школьников приняли лагеря дневного пребывания, действующие при образовательных учреждениях. Данное направление в организации отдыха детей и подростков является наиболее массовым. Конечно, для того, чтобы каждый день был интересным и плодотворным, педагогам требуется немало изобретательности. А их первыми помощниками выступают старшеклассники и студенты, которые являются вожатыми. Как начались каникулы, узнали наши корреспонденты. Для 11-классников Алданской школы номер 2 Нины Красиковой и Глеба Гершвельда июнь обещает стать напряженным. Ребята не только сдают экзамены, но и работают в летнем лагере дневного пребывания. По словам школьников, сложностей с таким совмещением они не испытывают. Площадка, экзамены – это достаточно… не мешают друг другу эти вещи. Экзамены можно подготовиться ближе, ко второй половине дня. Площадка у нас заканчивается в 3 часа, и как раз там консультации, еще что-то. Ну и успешно сдать собственные ЕГЭ. У Глеба имеется опыт взаимодействия с подрастающим поколением. На пришкольных летних площадках он бессменный вожатый. Сейчас в его отряд входят ученики с 1 по 6 класс. С такой возрастной группой работать очень интересно. Настроение огненное, на самом деле. Очень хорошая смена, во всяком случае, ее начало. Обещает быть очень интересно, все клево, очень активные дети. Будем надеяться, что все и хорошо пройдет. Утро на площадке начинается, как всегда, задорно и весело. Сегодня погода к прогулкам не располагает, но ребята не расстраиваются. Они знают, скучать не придется. Летом в школе ярким и захватывающим становится каждый день. У нас после обеда по плану мы хотим поучить для отряда кричалки, девизы, какие-нибудь такие вот вещи. Ну и, конечно, если погода чуть-чуть наладится, то мультик в РДК у нас будет. В лагере дневного пребывания отдыхают порядка 90 детей. К 2 действовавшим ранее в этом году добавился еще один отряд – спортивно-оздоровительный. Вожатая Наталья Мартенс – бывшая выпускница 2-й школы и будущий педагог. Сейчас девушка проходит летнюю практику. С выбором профессии, говорит Наташа, она не ошиблась. Детишки хорошие, отзывчивые, добрые, активные очень. Порой даже за ними не поспеваешь. Носятся. Хорошие все равно. Когда я была маленькая, тоже ходила на площадке. Мне очень нравилось вообще. Там тоже всякие мероприятия были. Мы что-то сами устраивали, выступали, готовили. Ожидается, что в этом году организованным отдыхом будет охвачено порядка 75% детей и подростков. Лагеря дневного пребывания составляют наиболее массовое направление. Всего при образовательных учреждениях района действуют 20 площадок. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Ну и в заключение, возвращаясь к ПМФ, гости Петербургского международного экономического форума могут прокатиться на старинной русской тройке, представленной на одной из площадок мероприятия. На стенде организована зона катания размером 150 на 20 метров. Для гостей задействованы 2 экипажа с лошадьми, включая оригинальную пролетку 19 века, которая используется в работе белой тройки. В настоящий момент один из экипажей временно не работает из-за состояния одной из лошадей, однако после восстановления она вновь выйдет на маршрут. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего.